Господин Назирович, Да, у вас есть вопрос? Есть вопрос. Представителю. Вы ничего не сказали по поводу возможного необоснованного смягчения ответственности Узбекова, который как раз и влияет, затрагивает Сакимбаева. Что вы можете сказать? Вот в данном случае. Вот я в ходатайстве там подробно изложил по этому вопросу. Почему я считаю, что необоснованно смягчили ответственность, убрали вымогательство взятки. Как быть в данном случае? Как вы, как представитель президента, на это смотрите? Как представитель президента? Да. Интересно. Я считаю, что так, да. Во-первых, квалификацию дает следователь. И эта квалификация подтверждается потом в суде или нет, да, или она может быть смягчена, ужесточена. Но на тот момент я обстоятельств дела не знаю. Было это просто получение взятки или вымогательство. Я материалов дела не видел, поэтому сказать, да. Но в данном суде считаю, что это, во-первых, не предмет нашего рассмотрения, это не связано с этим, да. А то, что вы считаете, что где-то было ли скрыто со стороны следователя тяжкое преступление, было в сторону необоснованное смягчение, ну, во-первых, это не ваша компетенция, но если вы считаете, что это нарушен чьи-то права или вообще правосудие, вы можете обратиться к вышестоящим надзирающим прокурорам, обжаловать действия прокурора. Ну, в данном случае, я не знаю, я не могу дать эту оценку, потому что квалифицирует преступление следователь. Прокурор есть, суд уже состоялся. И сейчас давать оценку вот этим всем действиям, что было ли это вымогательство, возможно, вначале признаки были вымогательства, потом начали разбираться, посмотрели, это, оказывается, было простое получение взятки. Я сейчас не готов с вами спорить, было, не было сокрытие. Это не наша компетенция, я считаю. Ну, хорошо, не ваша компетенция. А как, есть ли возможность, если, например, исходить из того, что да, было со стороны прокуратуры и следователя необоснованное смягчение ответственности, необоснованное укрывательство, вымогательство взятки. Если это есть, как это можно, так сказать, доказывать, если и прокуратура заинтересована, и следователь заинтересован скрыть это преступление? Обратитесь к генеральному прокурору с жалобой на их действия. Да. Пожалуйста. Это если это вас это, ну, ваши интересы затрагивают. Да. А я здесь... Вот смотрите, я несколько раз обращался по этому поводу, и мне всегда давали ответ, надзирающие прокуроры, в том числе и генеральные, что этот вопрос решается, сейчас мы не можем решить, потому что дело направлено в суд, и вопрос по поводу Сакимбаева еще не решен. А я подозреваю, что потом, когда Сакимбаев будет вот так, например, осужденный, как в суде первой инстанции, вышестоящим судом, а потом прокуратура скажет, ну, суды же уже вынесли решение, мы что будем делать? Но они уже это оценивали, что по поводу вымогательства взятки. Как быть? Я не знаю. Так вот, в том-то и дело, что... Вот... Я говорю, сейчас я вот обратился в вышестоящий, они мне такой ответ дали, вы от меня хотите получить ответ за их действия? Ну, нет, я говорю, если вот как быть в таких случаях, это же может быть не один случай по Сакимбаеву, это и по другим у нас высший орган, надзирающий за действиями органов следствия, нижестоящих прокуроров, является Генеральная прокуратура. Если они Икрамиль Назирович, вы с этими вопросами вообще в органы прокуратуры обращались или нет? Да, у меня я могу для обозрения предоставить эти мои обращения. Я несколько раз обращался, и мне дают ответ, что в суд дело направлено, мы ничего не можем делать, пока суды не вынесут решение. А потом скажут, а суд уже вынес решение, и ничего не сделаем. Не, ну прокуроры же участники процесса. Да. Вы ставили вопрос о том, чтобы не вы, а они обжаловали тот же приговор для решения того вопроса, который вы какой вы ответ на него получили? Вот такой ответ. Не, вот именно, когда вы ставите вопрос об обжаловании как участника процесса, дело в отношении этого Узбекова, да? Дело в отношении Узбекова, да, чтобы обжаловать приговор, чтобы, как говорится, вот разрешить все ситуации, которые сложились
в результате этого? У вас есть официальный ответ, да? Вот да, Генеральная прокуратура. Да, вот я официально отвечаю по этому протоколу. Я по поводу этого обращался и в прокуратуру города Бишкек, и в прокуратуру Чуйской области, и в Генеральную прокуратуру, и в прокуратуру Московского района, который непосредственно участник процесса был по делу и Узбекова, и Сакимбаева. Я ко всем обращался. И мне всегда дают ответ. Дело уже в суд направлено, пусть суды рассмотрят, а потом будем решать. Типа, вот такой смысл. Ясно. Присаживайтесь. У вас есть еще вопросы к представителю президента? Да, как вы считаете, есть разница между тем, вот вы говорите, что их можно было и Узбекова допросить, и так далее, по делу Сакимбаева. Как вы считаете, есть разница, как будет давать показания заинтересованный человек, который заинтересован в том, чтобы скрыть свое вымогательство взятки? Разве он будет давать, тем более в отношении уже приговор вынесен, как он будет давать показания? Я считаю, когда допрос идет, ну, теоретически, да, допрос Узбекова, следователя, взяткодателя в рамках отдельного судопроизводства, он лучше, потому что Узбеков предупреждается об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. А если это в совместном процессе, он может не свидетельствовать в целом вообще по этому делу. Поэтому я считаю, что отдельное производство было бы лучше, потому что Узбеков будет нести ответственность за дачу заведомо ложных. А если в одном процессе, он может вообще не свидетельствовать. Соответственно, я считаю, что отдельное судопроизводство было бы лучше для Сакимбаевой. Нет. Вы за меня отвечаете? Я же вам ответ дал. Нет, я хочу задать вопрос. Пожалуйста. Да. Ну, нет, я лучше тогда выступление своим скажу, заключить. Хорошо. Есть вопросы к представителю? Давайте. Ну вот все-таки кажется, что вы обжалуемую, рассматриваемую статью, части 1, 2, 397, вы все-таки посмотрели через призму дела Сакимбаевой, да? Сакимбаевой. Ну вот если отстраниться от этого дела, вы тоже считаете, что в принципе все там нормально, да? Если отстраниться, я сейчас просто редакции сейчас открою. Или вы считаете так же, как и представители Джоур Кенеша, что только участники процесса могут обжаловать? Ну, если речь идет об уголовном судопроизводстве, этот приговор затрагивает интересы, ну, я грубо говоря, потерпевших, кто участвовал в этом деле, если истцы были, гражданский иск был, пожалуйста. Но в данном случае дать право обжаловать всем, чьи интересы затрагивает, вопрос, насколько это затрагивает интересы. Свидетель говорит, я дал показания, в приговоре отражены не так, как я хотел сказать. Если будет каждый свидетель обжаловать, потому что в приговоре его показания не в той надлежащей форме сели, как он говорил, или как он думает, что он говорил, я не знаю, мне кажется, мы-то не можем допустить, чтобы каждый, чьи интересы, кого-то затронуты, в какой-то мере должно быть. Показания свидетеля, неправильно секретарь записал, или председательствующий его понял в той мере, в какой он в приговоре. Но если завтра свидетели начнут обжаловать приговор по причине согласия с теми, с формулировкой изложенных их показаний в суде, и я думаю, это было бы неправильно. Вы считаете, что это интерес, да, свидетеля, что свидетель тоже является написано, в качестве что... иных лиц? Иных лиц. Там вопрос ставится: иные лица, чьи интересы и права затронуты именно этим именно судебным решением. Иные лица, видите, здесь это настолько если чье-то имущество конфисковали этим приговором, я думаю, должен право быть обжалования. Если это какие-то затронул, очень тяжело без конкретики вот так в целом. Должны быть, что каждый, чьи права и интересы затронуты, должны обжаловаться. В данном случае по линии Сакимбаевой, я говорю, она не может обжаловать, потому что Узбеков заключает сделку. Там причины вы сказали, в связи с чем. Я вам говорю, в целом, я считаю, что если права наших граждан затрагиваются судебным актом, они должны иметь право обжаловать, оспорить этот приговор. Присаживайтесь.